Может начаться конфликт и разборки. На юге Таджикистана отравились десятки китайских рабочих. Что происходит? Подписывайтесь на обновление, точно будете в курсе всего самого важного. Около 50 граждан Китая, работающих на предприятиях Джунтай Донгара Синсилу Текстиль, обратились в медучреждение Донгары с признаками отравления. Об этом сообщает радио Азади со ссылкой на источник в администрации Хатландской области. ЧП с китайскими рабочими произошло в конце прошлой недели. У них во время работы вдруг закружилась голова, и они падали в обморок, после чего у них началась рвота. По словам врачей, рабочие падали без чувств из-за отравленного каким-то газом воздуха в помещении. Как выяснилось, отравление произошло из-за неправильного использования ими производственного оборудования, рассказал источник. Власти города Донгара подтвердили ЧП на предприятии, но сказали, что отравились всего несколько человек. Мы осмотрели рабочих, ничего серьезного не обнаружили. В нашу больницу обратились только 2. Сколько в другие медучреждения, мне неизвестно, сказал главврач республиканской больницы в Донгаре Кахрамон Камолов. Что произошло с гражданами КНР, он не сказал. Согласно официальной информации, ЗАО Джунтай Донгара Синсилу Текстиль оснащен самыми передовыми технологиями переработки хлопка и производства продукции ведущих компаний Китая, Швейцарии и Германии. Сообщается, что на предприятии производится 32 вида предельных изделий. В целом, предельная производственная мощность текстильного комплекса рассчитана на переработку около 25 тысяч тонн хлопкового волокна в год, что позволило создать постоянные рабочие места для 530 местных специалистов и рабочих. По данным местных властей, на предприятии в настоящее время работают 600 человек. Сколько среди них граждан Китая, неизвестно. Правительство Таджикистана выделило китайским инвесторам в Донгаринском районе 14 тысяч гектар земли для выращивания хлопка, урожай которого является сырьем для предприятия Джунтай Донгара Синсилу Текстиль. Стало известно, что представители Китая в Таджикистане уже отреагировали на эту ситуацию и ведут переговоры как с работниками и директорами этого предприятия, так и с правительством Таджикистана для того, чтобы как можно быстрее понять, в чем возник вопрос, что на самом деле произошло и почему пострадали их рабочие, потому что они несут ответственность за граждан КНР, которые сейчас находятся и работают в Таджикистане. Насколько известно, приехала даже проверка, очень много всполошилось местных чиновников, именно таджикских. Как вы относитесь к такой ситуации? Как вы думаете, если бы это были граждане Таджикистана, был бы такой же переполох, как с гражданами КНР? Ведь на эту ситуацию сразу же отреагировало даже наше правительство и выпустило опровержение и сразу разобралось с этой ситуацией. Будь это таджики, то доказать бы им, что это произошло на производстве, что они требуют компенсации, что им нужно лечение и вообще нужно проверить это предприятие, было бы довольно сложно. Почему-то рабочие иностранцы у нас ценятся намного больше, чем свои. Как вы думаете, почему это происходит? И можно ли это хоть как-то решить? Ведь мы должны ценить прежде всего свой народ и свои кадры. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!